Глаз – это единственная часть мозга, вынесенная наружу. Офтальмологи могут быть первыми, кто скажет человеку о наличии сахарного диабета. Можно ослепнуть, потерять зрение навсегда. За дело берутся непрофессионалы. Мы этого не избежим. В эту секунду все бросать и ехать к офтальмологу. Селям алейкум. Сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог, преподаватель Крымского медицинского университета Лиля Кашка. Селям алейкум, Лиля Ханум. На сегодняшний день проблема со зрением – это одна из самых актуальных проблем, пожалуй. И почему сегодня, вне зависимости от возраста, так много людей страдают проблемами со зрением? Селям алейкум. Это связано в первую очередь с тем, что в нашу жизнь очень прочно вошел технологический процесс, и гаджеты, смартфоны, они в руках у всех, начиная от маленьких детей, заканчивая стариками. И это все, естественно, влияет на наше зрение, на качество зрения и, соответственно, на проблемы со зрением. 90% информации, которую мы получаем, мы ее получаем с помощью наших глаз, да? И вот так ли на самом деле вредны гаджеты и все, что нас окружает сегодня с точки зрения техники? Вот нам с детства, да, твердят, что там не сиди в телефоне, не сиди в телевизоре, испортишь глаза, испортишь зрение. Это не миф? Гаджеты влияют на зрение или нет? Действительно, большая часть информации, которую мы видим, она воспринимается при помощи наших глаз. И не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Еще немаловажный момент. Участок мозга, который отвечает за анализ зрительной информации, он находится очень близко к участку, который отвечает за нашу память. И то, что мы видим, мы очень быстро запоминаем, и зрительные образы, они очень прочные, поэтому зрительная память, она достаточно хорошая и очень нужна человеку. Поэтому, да, действительно, если убрать орган зрения из восприятия окружающего мира, достаточно сложно восполнить его остальными органами чувств. Гаджеты действительно вредны для нашего глаза, потому что наш глаз изначально он не был приспособлен к такой длительной работе на близком расстоянии. И, в принципе, работа на близком расстоянии приводит к тому, что наш глаз напрягается. Глаз отдыхает не когда мы его закрываем, глаз отдыхает, когда мы смотрим вдаль. У нас в глазу есть специальная мышца, которая напрягается и расслабляется, в результате чего мы с вами можем одинаково четко видеть на близком и на далеком расстоянии. И когда мы смотрим далеко, эта мышца расслаблена, и глаз таким образом отдыхает. На близком расстоянии мышца эта напрягается, и мы хорошо видим вблизи, да, но длительная работа на близком расстоянии, она все-таки приводит к проблемам со зрением. То есть полезно периодически отрываться от гаджетов, от гаджетов, от работы за компьютером, от телевизора и просто смотреть вдаль. Это не полезно, это жизненно необходимо, потому что вообще в идеале, сколько времени мы проводим вблизи, за работой вблизи, столько времени мы должны смотреть вдаль. Естественно, это невозможно, потому что сложно представить себе после 8-часового рабочего дня 8 часов прогулок по парку, но все-таки нужно делать перерывы в работе и смотреть вдаль и дать своему глазу расслабиться. Очень часто мы слышим сегодня выражение «синдром сухого глаза». Что это такое? Как с этим бороться и какие симптомы сухого глаза на сегодняшний день есть? Как понять? Синдром сухого глаза проявляется слезотечением. Как бы это странно ни звучало, но наша слеза, она выполняет защитную функцию, и наша слеза, у нее множество разных свойств и функций, которые она выполняет, и когда она становится некачественной, страдает питание нашего глаза, страдает наш глаз. И слеза на поверхности глаза образует защитную пленку. Так вот, когда развивается синдром сухого глаза, эта пленка меняет свой состав. Слезы вырабатывается много, но она некачественная, она не выполняет свою функцию, и человек приходит и жалуется на слезотечение. Мы ему говорим: у вас синдром сухого глаза. Он говорит: доктор, вы не поняли, меня беспокоит слезотечение, как он может быть сухой. Он сухой, потому что свойства слезы изменены, она некачественная, она свою функцию не выполняет, и первое, о чем будет говорить человек, это о слезотечении. А откуда берутся слезы? Вот вопрос мучает меня с детства. Откуда берутся слезы? На самом деле слезный аппарат глаза, он достаточно
тяжелый, сложный в строении, скажем так, потому что у нас есть главная слезная железа, есть добавочные слезные железы. Так вот, главная слезная железа, она работает только в экстремальных условиях, потому что она главная. И только когда мы плачем, когда у нас какие-то истерики, тогда включается в работу главная слезная железа. А так круглые сутки у нас вырабатывается слеза из добавочных слезных желез, они маленькие. Круглосуточно у нас вырабатывается слеза, и вырабатывается она добавочными слезными железами. Почему, когда мы плачем, мы начинаем задыхаться? Это уже связано с нашим слезоотводящим аппаратом, потому что это, опять же, все в глазу достаточно сложное строение имеет, хотя сам глаз очень маленький. И слезоотводящая система отводит слезу из глаза в нос. Поэтому, когда мы плачем, эта слеза не успевает всасываться, и у нас происходит затрудненное дыхание. Глаз – это единственная часть мозга, вынесенная наружу. Действительно ли это так? И что мы еще не знаем о строении этого чудо-органа? Я думаю, мы не знаем еще много чего, потому что не зря только глазу выделена целая профессия, и внутри нашей профессии еще есть много узких профессий, поэтому ни одна другая специальность медицинская не занимается одним органом, и действительно глаз имеет сложное строение, и еще есть вещи, которые не открыты, которые мы еще не знаем. Глаз действительно это часть мозга, которая вынесена за его пределы, и о состоянии головного мозга мы можем судить по состоянию сосудов и состоянию глаза, в частности сетчатки глазного дна, мы можем судить о состоянии головного мозга. Часто к нам отправляют пациентов-неврологи для того, чтобы мы дали свое заключение по поводу глазного дна, и тем самым они будут проводить дальнейший свой диагностический поиск, лечение и различные мероприятия. И по состоянию глаза мы можем говорить о различных заболеваниях, о их стадии развития. Например, к нам могут прийти пациенты, которые говорят на вопрос, есть ли у них артериальная гипертензия, повышенное давление, они говорят нет, нету. После осмотра мы можем сказать о том, что у этого человека повышается давление и достаточно часто. Либо же офтальмологи могут быть первыми, кто скажет человеку о наличии сахарного диабета, когда эндокринологи еще не поставили этот диагноз, потому что пациент до них не дошел. И мы потом отправляем к эндокринологам, и эндокринологи проводят свое лечение. Ничего себе. Чем отличаются глаза близоруких и дальнозорких людей? Принципиально мы можем сказать тем, что они отличаются своими размерами. То есть и в дальнозоркости, и в близорукости есть свои подтипы, но чаще всего встречаются так называемая осевая близорукость и осевая дальнозоркость. Что это значит? Это значит, что данные состояния связаны с размером глаза. Вообще для того, чтобы человек видел свет, он должен пройти через систему линз, которые у нас в глазу, и сфокусироваться в центре сетчатки. Этот центр называется макула. Дальше свет проходит по нервным путям и анализируется в нашем головном мозге. Это все происходит, если глаз человека имеет стандартные размеры. Если глаз человека увеличен и свет не достает до центра, который он должен доставать, это приводит к тому, что человек плохо видит вдаль, но хорошо видит вблизи. Что мы делаем? Мы назначаем линзы, которые этот свет будут рассеивать, дотягивать до центра сетчатки. Если мы говорим про дальнозорких людей, то тут глаз, наоборот, уменьшен в размере, и нам нужно лучи света собрать на сетчатку, потому что они сфокусировались за ней. То есть отличаются размерами и, соответственно, коррекцией. То есть, если мы говорим про близоруких людей, они носят линзы или очки со знаком минус. Если мы говорим про дальнозорких людей, это люди, которые носят очки или линзы со знаком плюс. Хотелось очень давно затронуть вопрос лазерной коррекции зрения. Очень многие боятся ее делать, говоря о том, что она опасна, что во время процедуры можно ослепнуть, потерять зрение навсегда, не восстановить никогда. Правда ли, что лазерная коррекция зрения опасна, или же это миф? Все опасно, когда за дело берутся непрофессионалы.
В принципе, лазерная коррекция зрения на современном этапе развития медицины – это безопасный метод. Это безопасный метод в руках хорошего хирурга. И в этом нет ничего страшного. Действительно, вокруг данной операции есть очень много мифов, очень много страхов. И это, мне кажется, наиболее часто задаваемый вопрос офтальмологам, потому что это интересует всех. Реклама звучит отовсюду, но люди боятся. Часть людей боится, часть людей не думает об этом. Поэтому действительно, мне кажется, это та операция в офтальмологии, вокруг которых больше всего мифов, вопросов, рассуждений со стороны людей. Какие методы лазерной коррекции зрения существуют и есть ли противопоказания к ней? Для того, чтобы определиться, можно этому человеку делать лазерную коррекцию зрения или нет, во-первых, нужно желание человека. То есть человек, в принципе, может жить и без лазерной коррекции зрения, носить очки или линзы. Если человек хочет лазерную коррекцию зрения, он идет к офтальмологу, говорит об этом, и проводится ряд диагностических мероприятий, в результате которых офтальмолог говорит, можно этому человеку делать лазерную коррекцию зрения или нельзя этому человеку делать лазерную коррекцию зрения, и он будет продолжать ходить в очках, в линзах, чем он пользуется. Большое количество сейчас методик, нельзя сказать, что какая-то очень хорошая, какая-то очень плохая. Для каждой методики есть свой пациент и свой глаз. А как меняется зрение в зависимости от роста и возраста? Чем выше рост, тем больше вероятность близорукости. Потому что большой глаз будет в большом организме. То есть если человек 2 метра ростом, то вероятность того, что глаз больше, чем среднестатистический, она очень высока, и, соответственно, у этого человека будет близорукость. То есть высокий рост – это не всегда хорошо. И об этом, естественно, должны думать родители, потому что если ребенок очень активно растет, нужно думать еще о том, что его надо отвести к офтальмологу, потому что неконтролируемый рост глаза, он приводит к увеличению этого минуса. И надо понимать то, что природой заложено определенное количество тканей. И от того, что глаз больше, тканей больше не становится, она просто растягивается. И сетчатка растягивается, и все структуры, они просто растягиваются. Не заложено природой, что у этого человека будет рост 2 метра, значит, сетчатки ему нужно больше. Нет, так не получается. То же количество ткани, которое у человека с ростом 1,50 м, но она будет растянута. Ну и возраст всех нас коснется, я так понимаю, с возрастом близорукость. Нет. Дальнозоркость. Пресбиопия. Пресбиопия. Что такое пресбиопия? Мы этого не избежим никто, Нет, правильно? Даже офтальмологи. Все мы будем с этим заболеванием. Это связано с тем, что за то, чтобы мы видели хорошо вблизи и вдали, у нас отвечает хрусталик. В молодости хрусталик, как и все структуры нашего организма, эластичны. Старение, оно не обходит стороной ни одну структуру нашего организма, включая хрусталик. Что происходит с возрастом? С возрастом хрусталик теряет свою эластичность. И он не может уже так же, как в 18 лет, менять свою кривизну. А для того, чтобы мы видели хорошо на близком и далеком расстоянии, хрусталик должен менять свою кривизну. Естественно, чем плотнее вещество хрусталика, тем сложнее ему менять кривизну. И тот диапазон, в котором он может менять кривизну, он изменяется в меньшую сторону. Поэтому с возрастом происходит процесс, который называется пресбиопия. Что это значит? Это значит, что человек начинает плохо видеть вблизи, потому что хрусталик уже не может настолько менять свою форму, чтобы хорошо видеть эти предметы. И что делают люди? Они отдаляют предметы, то есть начинают держать телефоны на далеком расстоянии, отдаляют предметы и идут к офтальмологу, когда у них заканчиваются руки. Поэтому, когда уже человек, ему некуда отдалять, он идет к офтальмологу и говорит о том, что я плохо вижу вблизи. Что делаем? Носим очки или линзы мягкие, контактные, абсолютно спокойно. Линзы и очки человек, скажем так, взрослый,
будет носить со знаком плюс. Естественно, это зависит от того, какой изначально у него был глаз. То есть тут близорукие люди чуть выигрывают. Они позже наденут очки для близи, чем люди, которые видели всю жизнь 100%. И что еще? С каждым годом эта ситуация, естественно, ухудшается, но вообще, если говорить о среднестатистическом человеке, средний возраст какой? Это происходит после 40 лет, и каждые 10 лет на плюс 1 диоптрию. То есть увеличивается сила линз, которые человек носит. Угу. Это присутствие стремительное, да, какой-то вот это обычный. Стремительных перемен в зрении. Это обычно, если мы не говорим о каких-то сопутствующих заболеваниях, о каких-то отягощающих факторах, то есть это то, что примерный возраст 40. Это не значит, что вот завтра у вас день рождения, и все, мы идем к офтальмологу, начинается пресс-биопия. А вообще как часто нужно проверять зрение, из какого возраста и насколько это необходимо? Вообще раз в год при отсутствии жалоб. Ну, так, наверное, вам говорят все врачи, никто это не делает. Естественно, при наличии каких-либо жалоб нужно незамедлительно пойти к врачу, потому что бывают ситуации, в которых промедление даже на несколько часов, оно может стоить зрения человеку. Поэтому, если замечаем, что, например, резко пропало зрение, это надо в эту секунду все бросать и ехать к офтальмологу. Или если там появилась какая-то шторка перед глазами, еще вот что-то. Вот я хотела спросить, мурашки, червячки, мы часто вот слышим это перед глазами, муражки, червячки. Что это вообще такое? Сигнал к чему это? Что это? Нужно пойти к офтальмологу, но чаще всего это изменения, которые у нас в стекловидном теле. Это структура гелеобразная, которая у нас заполняет глаз изнутри. И тоже относится к той оптической системе глаза, системе линз. И этот гель заполняет наш глаз изнутри. В норме он должен быть прозрачным. То есть, если мы говорим о старении организма, то это появляются какие-то плавающие, нитевидные помутнения. Если случается какое-то кровоизлияние, то это более грубые уже червячки, какие-то мошки, еще что-то. В любом случае, для того, чтобы понять, что это, нужно идти к офтальмологу. Скажите, а как определяется цвет глаз? Цвет глаз определяется количеством пигмента в нашей радужной оболочке. То есть та цветная часть, которую мы видим, это радужка. Чем больше пигмента, тем темнее цвет глаз. И, естественно, это тоже наследственно предопределено. То есть если оба родителя с карими глазами, вероятность, что у них родится голубоглазый блондин, крайне низкая. Она, конечно, есть, но очень-очень низкая. То есть это наследственная предрасположенность к определенному количеству пигмента. То есть если у человека темные волосы, скорее всего, у него будут темные глаза. И также наоборот, если мы говорим о светлых волосах, о светлой коже, то мы говорим о количестве пигмента во всем организме, и глаза будут более светлыми. Какая существует профилактика для зрения? Я не скажу ничего нового. Здоровый образ жизни. Это правильное питание, это занятие спортом, но не излишнее, потому что все, что излишнее, для нас нездорово. Это достаточный прием витаминов, микроэлементов с продуктами питания. То есть мы не говорим про лекарства, мы говорим про нормальный здоровый образ жизни. И действительно, если есть какие-то жалобы, то нужно идти к врачу. Пользуясь возможностью, я хочу обратиться ко всем беременным девушкам, которые зачастую либо не посещают офтальмолога вовсе во время своей беременности, либо посещают, скажем так, недостаточно качественно. Это влечет за собой последствия, которые, естественно, они коснутся не каждую, но та часть нашего глаза, сетчатка, которая выстилает наш глаз изнутри, которая, в частности, отвечает за наше зрение, она во время родов при наличии каких-либо патологических очагов может надорваться, либо в крайнем случае отслоиться. К чему это приводит? Это приводит, во-первых, к частичной или полной потере зрения, с последующими оперативным лечением, крайне тяжелым оперативным лечением. У нас это лечится, это делают, но это крайне тяжелые операции. И чтобы этого всего не было, нужно ходить к офтальмологу во время беременности, нужно, чтобы офтальмолог смотрел глазное дно, обязательно на широкий зрачок,
И это касается всех. Неважно, у вас есть близорукость или нет близорукости, или у вас вообще жалоб со стороны органа зрения нет, потому что это такая структура, на которой могут быть изменения в абсолютно здоровом глазу. И это можно выявить только во время осмотра. Поэтому, пожалуйста, дорогие наши мамы, будущие мамы, не пренебрегайте походом к офтальмологу, выделите полдня времени, сходите, и вы будете в безопасности, и, по крайней мере, за эту часть переживать не будете. Что такое глаукома и катаракта? Это излечимые процессы? На какой стадии они излечимы, и на какой стадии это уже необратимые процессы? Катаракта – это то, что будет у нас у всех. Просто бывают ситуации, когда человек умирает раньше, чем у него возникает катаракта. А так все мы доживем до катаракты. Что это такое? Это помутнение нашего хрусталика. Хрусталик – это линза, которая пропускает свет. Вторая по силе линза в нашем глазу, то, что я уже говорила, которая отвечает за наше зрение вблизи, вдали. И с возрастом эта линза мутнеет. Так же, как у нас появляются морщины, дряблость кожи, вот так же у нас мутнеет хрусталик. Это процесс необратимый, это процесс, который коснется всех, и врачей, и не врачей, и офтальмологов. Это катаракта будет у всех. Просто у кого-то она развивается раньше, у кого-то она развивается позже. Что на это влияет? На это влияет практически все. Наличие каких-то заболеваний, наличие сахарного диабета, образ жизни, какие-то сопутствующие проблемы, травмы. Это все будет влиять на скорость развития этой катаракты. В этом ничего страшного нет. Что делают? Хрусталик свой родной убирают, и вместо него имплантирует хирург линзу. Эта линза, она на всю жизнь, ее ставят единоразово. И для того, чтобы подобрать эту линзу под конкретного человека, нельзя двум рандомным людям поставить одинаковые линзы. Все зависит от строения глаза, проводятся специальные расчеты этой линзы. И потом, после того, как линза рассчитана, человеку эта линза имплантируется в глаз, и если нет другой какой-либо патологии, то человек видит так хорошо, как позволяет его глаз. То есть это диагноз, от которого мы можем избавиться путем оперативного лечения. Сейчас это не страшно, это не больно, это без больших разрезов, это с минимальным количеством времени, которое пациент проводит в операционной. И у нас очень большое количество операций проводится ежедневно, и человек дальше живет, радуется, делает операцию на втором глазу и забывает об этом заболевании. По поводу глаукомы, тут ситуация более сложная. Это заболевание, которое не излечивается, но которое мы должны лечить. Что это значит? Это значит, что если у человека диагноз глаукомы и ему назначены капли от этого заболевания, он их должен капать всю жизнь, пока ему врач либо не поменяет лечение, либо не скажет что-то другое, потому что это неизлечимое заболевание. Но если при правильном подходе, при наличии правильного врача и пациента, который умеет слышать, то у человека достаточно долгое количество времени будет очень высокое зрение. То есть это заболевание, которое мы должны контролировать, и которое пациент должен понять, что это с ним навсегда. Ему нельзя сегодня сказать: я не буду капать капли, завтра он будет капать капли. Но, к сожалению, у нас большое количество пациентов, которые не слышат то, что им говорят врачи. И заканчивается это тем, что человек слепнет невозвратно, потому что погибает зрительный нерв. И эти волокна его, они не восстанавливаются. То есть то, что погибло, оно не восстанавливается. Это нельзя пересадить, это нельзя восстановить. И это уже безвозвратная потеря зрения. Поэтому человек это должен понимать. Это не страшно, просто нужно контролировать и посещать офтальмолога, делать то, что ему говорят. А почему зрение, потерянное вследствие сахарного диабета, теряется безвозвратно? Не всегда. Не всегда? Не всегда. Есть ситуации, когда, например, вследствие диабета в сетчатке возник отек ткани. И после этого отека у человека снизилось зрение. Когда мы уберем этот отек, зрение у человека повысится.
Естественно, мы не говорим о том, что у человека будет стопроцентное зрение, но оно улучшится. Но необходимо понимать, что неконтролируемый сахарный диабет в результате приводит к необратимой потере зрения, потому что скачки глюкозы вверх-вниз приводят к очень плохим последствиям. И нужно понимать, что это последствия не только в глазу, но и в головном мозге. Потому что то, что мы видим в глазу, мы можем оценить, мы можем об этом сказать, а то же самое у пациента происходит в головном мозге. И диабет, он изменяет структуру сетчатки, то есть той ткани, которая воспринимает свет. Измененная структура, естественно, она не может в полной мере выполнять ту функцию, которую она должна выполнять. Поэтому люди с сахарным диабетом, они должны регулярно ходить к офтальмологу. Но самое главное для них – это контролировать уровень глюкозы. Они должны быть на контроле у эндокринолога, на постоянном контроле. Им нельзя допускать скачки от высокого уровня к низкому уровню, они должны быть контролируемы, они должны также, как с пациенты с глаукомой, понимать, что лечение они должны принимать постоянно, и постоянно ходить к врачу, и тогда очень-очень долгий период времени все будет хорошо. Çok sağ olunuz. 90% информации, которую мы получаем сегодня, мы получаем с помощью наших глаз. Поэтому берегите зрение, берегите себя и будьте здоровы.